Всем ассаламу алейкум и сеннесис и просто здравствуйте. С вами Ренат Хабибуллин и передача «Татары сквозь время». Тюбетейка, Ишпишмак, Акбарс, что ни назови, люди сразу поймут, речь идет, конечно же, о татарах. Однако для нас татар быть татарами это нечто большее, чем просто вкусная выпечка и козылык. Нечто большее, но все-таки что же стоит за этим нечто большим? Может быть, то, что татары на сегодняшний день, да и не только на сегодняшний, вторая по численности нация России? Или, может быть, за этим нечто большим стоит то, что столица Татарстана Казань – это третья столица России после Москвы и Санкт-Петербурга? Или, может быть, все дело в том, что татарки реально самые красивые девушки на планете? Возможно и так. Но, на наш взгляд, все встанет на свои места в том случае, если мы ответим на главный вопрос, на вопрос «Кто мы?». Чтобы найти ответ на этот вопрос, и что за кровь течет в наших жилах, и что вообще делает нас татарами, было бы неплохо познакомиться со своей историей. Именно погружению вглубь веков и будет посвящена наша передача «Татары сквозь время». Впервые этноним «татар» появился у тюркских и монгольских племен Центральной Азии в VI-VIII веках нашей эры. Известно, что в Западной Европе и в России татарами называли всех представителей тюркских племен. К началу XX века название «татары» уверенно закрепилось за представителями тюркоязычного населения Волго-Уральского региона, Крыма и Западной Сибири, а также потерявшего свой родной язык тюрко-мусульманского населения Литвы. В среде ученых принято объединять всех татар под единую татарскую этническую общность, где, например, крымские татары представляют особый отдельный этнос, а литовские и буджакские татары представляются как этнические группы. В этом разрезе татарская нация, о которой в основном пойдет речь в цикле наших передач, это представители этнотерриториальных групп, таких как волго-уральские татары, астраханские татары и татары сибирские. В то же время не нужно забывать, что все татары, о которых мы упомянули выше, в конечном счете восходят к средневековому золото-ордынскому тюркскому этносу. Путем постоянного взаимодействия, формирования общенационального культурного слоя и языковых особенностей пришли к тому, что объединились одним общим этнонимом – татары. В этом ключе симбиоз этих трех общностей и принято считать ядром татарской нации. Это так называемый первый уровень иерархии. На втором уровне и далее каждая из этих этнотерриториальных групп разбивается на субэтносы, такие как казанские татары, татары касымовские, мишари, кряшины, а далее она разбивается на этнографические группы и так далее. Что же насчет языка, то татарский язык относится к кыпчакской группе тюркских языков. Основные лексические, фонетические и грамматические основы были заложены еще в древнетюркском языке. Как считают многие исследователи, еще в Волжской Булгарии в результате консолидации кыпчакских и булгарских языковых диалектов сложился некий усредненный диалект, или, как говорят ученые, диалектное кайне, легшее в основу татарского устного литературного языка. Происходило это формирование языка примерно в 15-16 веках. А как же выглядят татары? Вообще научные исследования в этом направлении велись с конца XIX века. Это первая известная работа по соматологии татар, изучала в основном татар касымовских. Исследование провел ученый Безингер в 1879 году. Далее ученым Благовидным была опубликована работа по сибирским татарам в 1086 году. После изучались татары Уфимской губернии, а в 1904 году вышла докторская диссертация Сухарева по татарам Казанского уезда. Следующим этапом изучения физического облика татар стал советский период с 29 по 36 силами антрополога Татьяны Александровны Трофимовой. С этого момента исследования татар стали проводиться на постоянной основе, регулярно добавляя новые данные из смежных областей, таких как дерматографика, одонтологии, серологии, генетики и других. В итоге более чем столетнего изучения антропологического облика татар стало выделение их в 4 основные группы.
Первая группа – это понтийский тип. Он характеризуется темной или смешанной пигментацией волос и глаз, высоким переносием, выпуклой спинкой носа и значительным ростом бороды. Ко второй группе относится светлый европеоидный тип. Это очевидно как раз о тех, кто любит говорить, что татары – это блондины с голубыми глазами. На самом же деле татары светлого европеоидного типа характеризуются светлой пигментацией волос и глаз, средним или высоким переносием с прямой спинкой носа, среднеразвитой бородой и, как правило, у представителей этого типа средний рост. Следующий тип, или третья группа, это так называемый сублапаноидный тип. Он характеризуется темными оттенками волос и глаз, широким и уплощенным лицом с низким переносием, рост средний, а борода слабо развита. Понятное дело, что ни один из этих типов не выражен ни в ком в чистом виде, но реальность их в составе татар подтверждается накоплением соответствующих типов в отдельных группах. Кстати говоря, обязательно напишите, к какому типу отнесли себя. Даже если вы женщина, и борода у вас растет не так густо, как у мужчин. Что же объединяет в расовом отношении всех татар России? Во-первых, монголоидный и европеоидный типы выделяются у всех этнографических групп татар. Если первый тип, монголоидный, во многом связан с ранней историей тюрок, то второй связан непосредственно с поздним этногенезом татарского народа. Ну и во-вторых, большую роль сыграли межрелигиозные и межэтнические связи татар, которые ведут и вели к нивелированию физического своеобразия среди окружающих народов и в первую очередь русского народа. Это является реальностью прошлого, настоящего и будущих дней. Давайте же теперь перейдем к тем теориям, которые существуют относительно этногенеза татарского народа. Здесь можно выделить три основные теории. Первой является булгарско-татарская теория. Она базируется на том, что этнической основой татарского народа является булгарский этнос, сложившийся в Среднем Поволжье и Приуралье. Наиболее важное положение данной концепции формируется так. Основные этнокультурные традиции современного татарского народа сформировались в период Волжской Булгарии в X-XIII веках, а в последующие периоды, такие как Золотоордынский период, Казанско-ханский и Русский, они претерпевали лишь незначительные изменения в языке и культуре. В Золотоордынский период Волжская Булгария входила в так называемый Улус Джучи, пользовалась значительной политической и культурной автономией, а влияние Золотой Орды не имело существенного значения на язык и культуру. Следствием господства Улуса Джучи стал распад Волжской Булгарии на ряд владений, а булгарский народ разделился на две этнотерриториальные группы – булгаро-буртасы и булгары волжско-камских булгарских княжеств. Данная теория была разработана в 20-е годы с появлением теории стадиализации, развития языка и автохтонии происхождения народов. В 1944-м эта теория была официально утверждена в качестве основной концепции этногенеза татарского народа и активно разрабатывалась с 50-х до 90-х годов XX века. Второй теорией по данной теме является теория татаро-монгольского происхождения татарского народа. Она основывается на факте переселения в Европу кочевых татаро-монгольских этнических групп, смешавшихся с кыпчаками и принявших в итоге ислам в период Улуса Джучи. И именно эти группы создали языковую основу и культуру современных татар. Сторонники данной теории отрицают либо преуменьшают значение Волжской Булгарии и ее культуры в истории казанских татар. Они аргументируют это тем, что Волжская Булгария была слаборазвитым государством без городской культуры, с поверхностно и славянизированным населением. Сторонники данной теории утверждают, что в период Улуса Джучи местное булгарское население было частично истреблено, а остальная часть была ассимилирована со стороны пришлых мусульманских групп и принесших городскую культуру, а также язык кыпчакского типа. Данная теория возникла в начале XX века и активно развивалась в трудах татарских, башкирских и чувашских ученых, историков, антропологов и лингвистов. Третьей теорией
является тюрко-татарской теория происхождения татарского этноса и настаивает на том, что истоки современных татар имеют тюрко-татарское происхождение. Здесь отмечается важная роль таких государств, как Тюркский каганат, Великая Болгария, Хазарского каганата и Волжской Булгарии. Основным элементом в процессе этногенеза и этнической истории сторонники этой теории считают факторы становления и развития самосознания народа, религии, государственности, письменной культуры и системы образования, указывая на более широкие этнокультурные корни общности татарской нации, чем только лишь Урало-Поволжье. В качестве ключевого элемента этнической истории татарского народа данная теория рассматривает золотоордынский период Улуса Джучи. Именно в это время на основе пришлых монголо-татарских и предшествующих местных булгарских и кыпчакских традиций возникла новая государственность, культура и литературный язык. В Улусе Джучи, в среде мусульманизировавшейся военно-чиновничьей знати, сложились новые исторические традиции и татарское этнополитическое самосознание. Чтобы выяснить, какая из этих теорий представляет наибольший интерес, давайте дадим слово нашему эксперту Дамиру Мавлявиевичу Исхакову. Надо сказать о том, какая наиболее научно обоснованная теория. Вот наиболее научно обоснованная теория – это теория о происхождении татар как бы из общего тюркского корня, тюрко-татарская теория происхождения. Эта теория всеобъемлющая, включает и булгарскую теорию, и радикально-татаристскую теорию. Потому что радикально-татаристская теория, она только к монголо-татарам апеллирует. А татары на этом не заканчиваются, есть древнетюркский период, поэтому современные наиболее продвинутые ученые, которые долго работали по этой проблеме, они остановились на тюрко-татарской теории. И эта теория, она хороша чем? Она начинает с древнейших времен и учитывает все тюркские компоненты татар, и потом отражает высшую стадию развития татарского этноса, это вот золотоордынский период, когда татарский этнос сложился. Но у этой теории есть и политический аспект. Я могу сказать, что вот от булгарской теории рождается только Татарская автономная республика, а от тюрко-татарской теории рождается Большой Татарстан, и весь татарский мир охватывается. Напишите в комментариях, с какой из представленных теорий вы уже знакомы и какая вам кажется наиболее интересной и почему. Следите за нашими новыми выпусками и не забудьте поставить жесткий татарский лайк этому видео. Ассаляму алейкум, сау болғыз и до новых встреч. Пока.